прямом эфире новости Татарстана в субботу. Добрый вечер. В студии Даяна Саитова и в начале коротко о главных темах выпуска. Половина Казани осталась без воды. У нас семья большая, я успел набрать воду, но не хватило, вот из-за этого пришел. Причина отключения, кого оно коснулось и когда дадут воду, расскажет Вероника Гайнудинова. Сонное царство и палатки прямо на рабочих местах. Мы часа два где-то поспали. Где-то с 5 до 6, до 7. Как проходит второй день цифрового прорыва, расскажет Салават Мухаммадуллин. Много товаров хороших и разных. Как в республике проходят сельхозярмарки, увидел Дмитрий Аренин. Через 2 недели вся Россия, в том числе и Татарстан, перейдет на цифровое эфирное вещание. Это значит, зрители получат возможность бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве. В честь этого в эти минуты в Казани большой цифровой праздник. Стены, любимые казанцами чаши, окрасились в цвета радуги. Здесь прошло 3D-световое шоу об истории ТВ. Рамиль Шайдуллин все увидел своими глазами. Татарстан в предвкушении будущего, высокого качества, стабильного сигнала и насыщенной картинки. Страна переходит на цифровой формат вещания. В Казани посвященный этому праздник. Мы готовимся махать руками и танцевать. Танцевать. У нас цифровой флешмоб. Мы делаем бабочку. Цифровая бабочка – символ телевидения высокой четкости. Уже с октября в нем будут десятки федеральных каналов. Сегодня вот эта революция, когда вся страна может с одинаковым высоким качеством смотреть 20 каналов. Сначала в эту масштабную фигуру выстраиваются 3000 волонтеров. В их ряду и президент республики. Загораются огни, и вот он, символ на стенах центра семьи Казань. Это значит, что уже 14 октября цифровое телевидение вступает в силу с новой технологией и новым качеством, с которым, как гласит слоган перехода, все будет четко. Без помех, искажений и лишних затрат большинство телевизоров принимают новые каналы так же, как и привычные аналоговые. В Татарстане очень сильные региональные каналы, они продолжат вещание в аналоговом формате. Мы рассчитываем, что федеральный центр все-таки примет решение о том, чтобы региональные каналы и под них были создан третий мультиплекс, об этом говорил президент страны. На привычных кнопках, а также в кабельных сетях и через спутник продолжит работу и наш телеканал. ТНВ будет идти рука об руку с новым цифровым форматом. Все уже четко. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Практически всю неделю Казань живет в ритме цифры. В столице проходит финал самого престижного всероссийского IT-конкурса «Цифровой прорыв». Кто-то спит, кто-то держится на кофе, а кто-то уже работает в пижаме. Таким был второй день соревнований. Сегодня конкурс попал в Книгу рекордов Гиннесса. Салават Мухаммадуллин узнал, за что. Прямо на рабочем стуле, пуфике или на матрасе. Немного вздремнуть здесь не возбраняется. Позади первая бессонная ночь. Был долгий перелет достаточно, мы сходу начали что-то делать и что-то придумывать. Немножечко подутомился молодой человек. Чуть-чуть. Вы не обижаетесь, что вы работаете? Не обижаемся. Мы дружные. Кто-то заранее подготовился и взял с собой палатку. Некоторые отдыхают, играя в компьютерные игры. Мы с ним потом поговорим. Нет, на самом деле не обидно, у нас каждый делает свою работу. Онлайн железные дороги, умный ЖКХ, сервис в социальной сети. У 600 команд 20 заданий. Придумывали их компании и российские министерства. Мозговой штурм может проходить и в пижаме. Вот в это пойти на награждение без проблем вообще. Главное выиграть. Но мы пока работаем, чтобы выиграть. Если выиграем, выйду в пижаме. Вообще без проблем. Параллельно на цифровом прорыве все айтишники ставят рекорд Гиннесса. На кону статус самого массового хакатона в мире. По всему периметру работают 140 волонтеров и представителей Книги рекордов. За перемещениями следят 60 камер. Задача – 12 часов интенсива. Во время фиксации рекорда участникам запрещено покидать свои рабочие места больше, чем на 40 минут. А потому перекусы и обед прямо на месте хакатона. Тем более, что для конкурсантов время здесь очень дорого. На данный момент этот рекорд принадлежит Саудовской Аравии, где был установлен рекорд в этом году численностью 2195 человек, хакатонщиков. У нас есть 12 свидетелей
Это так называемые представители уже судьи Гиннесса, который приедет завтра. Судья приедет из Турции. Завтра же все участники должны сдать свои решения задач. В основном треки больше всего решают задачу в сфере ЖКХ, в сфере контроля за мусором. Ну вот такие социальные задачи. Итогом всего конкурса станут идеи и технологии, которые будут реализованы. Салават Мухаммадуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Буквально несколько минут назад на Казань-Экспо озвучили имена победителей школьного хакатона всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Победу одержали 4 команды, которые стали лучшими в знании программирования и IT-технологий. Всего в конкурсе участвовали 500 учащихся татарстанских школ. Свое мастерство они показали в номинациях «Юниоры» и «Профиль». На задании всего 24 часа. Среди основных этапов – работа с программным обеспечением, автоматизацией бизнеса и программирование роботов. Победителям не только денежные призы, но и сертификаты на обучение в ВУЗе. В рамках школьного хакатона было 2 номинации. Они зависели от возраста. Это старшие классы, ну и классы средней школы. Там было по 4 задачи, которые они решали поэтапно в течение 2 дней. Они должны уметь написать софт, уметь его презентовать, ну и, соответственно, составить полноценный продукт. С подрядчиками, которые в этом году не смогли завершить капремонт домов до начала отопительного сезона, могут расстаться. Сегодня Рустам Минниханов призвал глав городов и районов жестко подходить к отбору строительных компаний. Как ему сообщили на совещании в Доме правительства, в 12 домах республики до сих пор идет ремонт. Подрядчики, к сожалению, чуть-чуть затянули, но сейчас все сроки мы нагнали и вовремя закончим, Руслан Ганович. Но на будущее все-таки более жестче надо подходить к отбору, и ответственность должна быть. На самом деле это очень некрасиво. Огромное количество домов, сейчас дискомфорт для жителей. Как мы договорились до отопительного сезона, чтобы мы все эти работы завершали, поэтому на будущее более жестче подходите к этому вопросу. Пестрицы тоже оцените, пожалуйста. 2 дома идут с отставанием. В течение 2 недель должны догнать. Ну, с подрядчиком вчера общались, проговорили все вопросы. Вы, как руководитель, должны понимать, что такие подрядчики, они серьезно вредят авторитету власти. Весь день и всю ночь ремонт будет идти и на Волжском водозаборе. Сегодня полказани из-за этого сидит без воды. Ее отключили в 4 районах. Водоканал ремонтирует полувековую запорную арматуру с трещины. Как идут работы и как организован подвоз воды горожанам, расскажет Вероника Гайнудинова. На часах 5 утра весь город спит, но только здесь не до сна. Идет демонтаж неисправной задвижки Волжского водозабора. Замену планировали через 2 года, но чугунная арматура не выдержала и дала трещину. Прежде чем возобновить водоснабжение и заполнять систему, нужно герметично проварить все швы. Это достаточно долгий, трудоемкий процесс. На все 30 часов. Настолько без воды остались жители Московского, Авиастроительного, Кировского и Новосавиновского районов. Горожан об этом предупредили заранее, поэтому многие успели запастись водой. Не идет вода, да. Но есть запас 2 ведра на сутки. Фердинанду Ганиеву с внучкой этого хватит. Чтобы приготовили, вот только посуду и руки. А для тех, кто не успел подготовиться или не хватило запасов, у жилых домов стоят автоцистерны. Они работают по определенным адресам с 6 утра и до 11 вечера. Семья большая, я успел набрать воду, но не хватило. Вода хорошая, действительно. Вот можете посмотреть, в ведре нет осадка. Ажиотажа возле водовозов нет. Нам пришлось подождать первых жителей. Как выяснилось, не у всех пересохли краны. Для противопожарной безопасности были открыты некоторые задвижки, которые в основном работают в закрытом режиме. И поэтому в основном жителям нижних этажей давления в водопроводе хватает. Без воды остались не только почти 2000 жилых домов, но и 800 соцобъектов. Многие из них в выходные не работают, например, детские сады. А в больнице воду привезли заранее. Ремонт завершат к 4 утра в воскресенье, и вода вернется на круги своя. Вероника Гайнудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.
Приготовиться заранее. Сегодня министр сельского хозяйства республики Марат Зябаров призвал аграриев завершить обработку почвы уже до 20 октября. Он напомнил, сделать это вовремя значит дать почве накопить осенние осадки. Хотя урожай этого года довольно успешный. За неделю убрали 1500 гектаров картофеля, накопано 256 тысяч тонн свеклы и скоро будет убрано 45 тысяч гектаров кукурузы на зерно. Но надежды большие на следующий год и позаботиться нужно заранее. Со следующего года, согласно постановлению правительства России, импортная техника и оборудование, независимо от наличия российского паспорта, субсидироваться не будет. Поэтому хозяйства, которые будут заниматься зерновой кукурузой, должны поторопиться с их приобретением и представить документы не позднее 1 ноября для получения субсидий. Без посредников по низким ценам и в шаговой доступности. В городах Татарстана продолжают работать традиционные субботние ярмарки. Примечательно, что ассортимент на каждой площадке представлен с учетом пожеланий покупателей. Как можно получить редкий продукт прямо от производителя, на нескольких ярмарках побывал Дмитрий Аринин. Жительница Радужного Румия Шамсудинова сегодня утром совместила прогулку с ребенком и поход за продуктами на сельхозярмарку. Шатры раскинулись в 300 метрах от дома. В этом месте очень удобно, дешевле и все всегда свежее, вкусное. Тоже с коляской, но продуктовой на ярмарку пришла новосел Салават-Купыре Анзия Шамсудинова. Я пришла за картошкой. Удобно же дома, около дома. Сельхозярмарка в этом микрорайоне проходит впервые. Местные жители просили. Жилой комплекс Салават-Купыре активно застраивается. Людей становится все больше. Возвели более 30 домов почти на 10 тысяч семей. А всего по планам населения здесь должно быть больше 50 тысяч. Вдоволь напоить и накормить горожан своей продукцией сюда приехали аграрии Апастовского района. Это натуральная продукция, ничего не добавленное. Всего в Казани ярмарки раскинулись на 14 площадках. Торговля без посредников, цены ниже, чем в магазинах. И продавцы, и покупатели довольны. Цены у нас понижены почти на 30%. Народ побольше, чем в магазине. Мы сами довольны уж. Очень нравится. Каждую неделю приходим. Особенность татарстанских ярмарок – ящики пожеланий. Посетители могут заказать продукты, оставив свой номер телефона. И среди аграриев будут искать, кто может помочь в конкретной просьбе. Человека такого находите, говорите, вот вам привезли по вашей заявке продукты. Он приходит на точку, покупает. Работу казанских ярмарок сегодня лично оценил новый министр сельского хозяйства. Марат Зябаров прошелся по рядам, пообщался с фермерами и покупателями. Все, что нужно, на рынке представлено, вплоть до продуктов товаров от наших фермеров. Отзывы положительные. Вот тоже несколько человек подходило, очень довольны и качеством товара, и ассортиментом товара. Сегодня ярмарки в городах и райцентрах республики. Так в Альметьевск приехали 2 десятка окрестных хозяйств. Не только торговали, но и угощали чаем и устроили концерт. Безопасность на ярмарках гарантирует. Дежурит ветеринарный контроль. В таком режиме ярмарки будут работать вплоть до Нового года. Дмитрий Аринин, Марат Зайдуллин, Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ. Сегодня президент Рустам Минниханов встретился с основателем инвестиционной компании Golden Brick Capital и China Environmental Energy Holdings Билли Энгоком. Рассмотрели перспективы совместных проектов в области энергетики и сельского хозяйства. Отдельно затронули тему сотрудничества в сфере спорта. Напомним, сборная Китая по хоккею впервые участвует в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Сегодня на 86-м году жизни не стало художественного руководителя и главного режиссера Московского театра «Ленком» Марка Захарова. Телеграмму со словами соболезнования его дочери направил Рустам Минниханов. Цитата. «От имени татарстанцев и от меня лично примите самые глубокие соболезнования. Невозможно переоценить вклад Марка Анатольевича в развитие отечественного театра и кино. Уход такого гиганта – это невосполнимая утрата для российской культуры и для миллионов россиян», говорится в телеграмме. Молодежный парламент Госсовета Республики сегодня провел свое первое заседание. Здесь выбрали председателя. Претендовали 9 кандидатов, 5 взяли самоотвод. Большинством голосов должность получила молодая мама и общественник Нина Шимина. В молодежный парламент вошли 92 человека от 18 до 30 лет. Сегодня их напутствовал Фарид Мухаммедшин. Надеюсь, что и те, кто избрался на этот раз, на 5 лет, вы тоже заложите фундамент
и продвинете вперед все наши цели, все наши идеи руководства республики. Это должна быть команда профессионалов. Поэтому первое, чем мы займемся, это корпоративное обучение всех членов молодежного парламента по таким компетенциям, как ораторское искусство, законотворческая деятельность, проектная деятельность и формирование имиджа публичного человека. Сегодня в Казани прошел съезд православных педагогов Татарстанской митрополии. Здесь собрались педагоги воскресных школ со всей республики. Участники обсудили актуальные вопросы преподавания и поделились опытом работы с молодежью. Как отметил митрополит Феофан, сейчас учителю не только важно давать знания, но и готовить высоконравственных учеников. При этом авторитет педагога должен быть незыблемым. Самое главное сейчас в обществе стоит одна проблема – потеряны ориентиры. Потеряны ориентиры нравственного пути. Именно в школе должны быть сформированы жизненные ориентиры наших будущих, они уже и настоящие, хотя и дети, наших граждан. Добрая волна накрыла всю Россию. Сегодня в Казани прошел отборочный этап финалистов конкурса. Музыка, хореография, игра на инструментах и сценическое искусство. Творческие номера представили больше 150 детей со всего Поволжья. Оценивали их профессиональные музыканты, народные артисты и режиссеры. Лучшие номера попадают в гала-концерт. Завтра на нем выступят победители. Шоу пройдет в «Пирамиде». Система у нас 10-бальная. По итогам количества баллов мы выберем тех ребят, которые будут состязаться уже в финале в ноябре нашего прекрасного фестиваля «Добрая волна». Отчеканить монету, измерить рост в рублях и сесть за руль инкассаторской машины. Сегодня все это стало возможным для посетителей Национального банка республики. Там прошел день открытых дверей. Любой желающий мог увидеть 1 000 000 рублей наличными и подержать золотой слиток. Мир финансов изнутри увидел Рамиль Галиуллин. Это автоматическая счетная машина, считает монеты, соответственно, определенный номинал уже отсортирован. Этот аппарат, похожий на электронные весы, за несколько секунд может пересчитать 1000 монет. Все образцы современной банковской техники сегодня представили в Нацбанке республики. Здесь и счетные машины, и детекторы банкнот, и даже 1 000 000 рублей наличными в разных купюрах. Мила Рахимов пришла сегодня вместе с детьми. Нам самим интересно, мне кажется, мы тут глазеем больше, чем они. Всем интересно, смотрим, читаем. Удивляли не только современной техникой, но и экспонатами из разных стран. Например, эта выставка посвящена полимерным банкнотам 52 государств. Одна из низкого номинала 5 руфий Мальдивы, посвященной футболу. Защитные признаки от линии переливаются. Для самых маленьких денежные ребусы и квесты, а дети постарше могли определить свой рост в миллионах рублей. Сегодня все желающие могут познакомиться и со спецтехникой. Например, увидеть вот такой бронированный инкассаторский автомобиль. Но увидеть не только снаружи, но и изнутри. Например, вот это отсек для перевозки денег. Обычно находиться кому-то, кроме инкассаторов, здесь строжайше запрещено. Но сегодня для всех сделали исключение. Сегодня на витринах редкие банкноты и денежные знаки. Посетители увидели образцы слитков и настоящие старинные сейфы. В историю финансов окунулись более 1000 человек. Дни открытых дверей проводятся для того, чтобы, во-первых, больше рассказать о деятельности Банка России, во-вторых, для того, чтобы путем разных мероприятий, активностей повысить финансовую грамотность населения. День открытых дверей проходит 4-й год подряд во всех отделениях Нацбанка страны. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Окно в мир моды и дизайна распахнулось в центре Казани. Дефиле национальных нарядов «Айда костюм» прошло сегодня на площади перед Камаловским театром. Представители разных этносов закружились в одном большом хороводе. О самых последних трендах с показа Наталья Мезина. Богатство культуры, восточный шарм и европейская новизна. В этом хороводе смешались национальные колориты целого мира. Историю традиций передают сквозь века. У нас Османская империя, 16 век, Султан Сулейман, костюм. Это костюм не военный, получается, праздничный. Традиционные орнаменты и узоры изображают любовь татар к песням и танцам. Мы танцуем татарский танец Ак-Калфак. Он рассказывает зрителям историю о том, как невесту выдают замуж ее подруге и шьют ей белый колфак. Для гостей лингвистический мастер-класс, лекция об обрядах и, конечно, дружное межнациональное чаепитие. Согреваются, во-первых, чаем и угощениями. Спасибо. Почаще и побольше устраивать такие праздники. Объединяет людей. У людей что-то узнают про историю, про культуру.
сегодня такая кульминационная часть. Мы сделали хоровод, объединившись с людьми, которые были одеты в разных национальных костюмах, сделали хоровод вокруг земного шара. Более 115 национальностей проживают в Татарстане. Представители каждой сегодня собрались на одной площадке, показав все богатство народов республики. Наталья Мезина, Юлия Муратова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Так заканчивается неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». А все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. А сейчас самое интересное в интернете за неделю увидите в традиционной субботней рубрике «В сети». Я же с вами прощаюсь. Хороших выходных. Всем привет! И вновь суббота, а это значит, пришло время, чтобы узнать самые обсуждаемые события в мировой паутине и, конечно же, просто посмеяться над тем, что пользователи выкладывают в интернет. Это рубрика «В сети». Начнем! Начнем с нескольких обсуждаемых и интересных фотографий. Например, вот так птицы улетают в теплые края. Картинка полета очень интересная, конечно. Вот, смотрите, даже птицы улетают в теплые края. Следующий кадр показывает, как быстро летит время. Как будто вот только вчера дедушка учил нас кататься на велосипеде, а уже сегодня внуки учат дедов кататься на электросамокатах. Технологии. Или вот интересный кадр, как во время послания президента матрица синего цвета дала сбой. Ну или история о том, как парень лучшую девушку бросил. Да, с такой орфографией будем надеяться, что он точно не найдет. На этой неделе был первый снег, и мы с вами выдержали это и смогли. Смогли посмотреть все фотографии и истории в Инстаграм. Все, кому не лень, да даже кому лень, тоже выложили в Инстаграм первый снег. Ну а мы добросовестно все посмотрели. Скоро ждите желтую опавшую листву и закаты. В сети резкий резонанс внес матч КамАЗ-Спартак, который прошел в Челнах. Забирают, все как бы ходить. На кадрах видно, как болельщиков «Спартака» заводят на трибуны и просто закрывают на замок. Пользователи сети просто в шоке и сильно возмущены таким решением. И я с ними полностью согласен. Но мы все знаем, что болельщики «Спартака» очень эмоциональные, но в случае чрезвычайной ситуации они бы там остались. Кстати, КамАЗ проиграл «Спартаку» со счетом 1-2. Недавно в сети провели соцопрос и выяснили, что самые высокомерные россияне живут в Санкт-Петербурге, в Воронеже и в Казани. А что вы хотели? Как тут не быть высокомерным, когда у нас фонтан из нефти в республике? Фонтан из нефти и идеальный асфальт. Вот самые важные факты о Татарстане. Причем второй – правда. У нас в республике действительно ровные и гладкие дороги. Настолько гладкие, что даже лоси подскальзываются. Так что даже на ровных дорогах нужно быть максимально осторожным. И это касается не только лосей, а их у нас очень много. Уже целую неделю интернет разрывает приложение «Градиент», которое может по вашей фотографии определить, на какого известного человека вы похожи. Причем каждый раз на кого-то разного. То я похож на Брэдли Купера, то на Гарри Поттера, а сейчас вообще вот, давайте посмотрим. Похож на Джуда Лоу. А вы уже скачали это приложение? На кого вы похожи? Также на этой неделе бурную реакцию в сети вызвало видео, точнее видеообращение девочки из Швеции во время заседания ООН. А как вы считаете, согласны с девочкой? А сейчас наша традиционная рубрика «В сети» с президентом. Началась неделя Рустама Минниханова в Инстаграм с красивых видов Казани под музыку Рустама Яхина. Затем фотокарточка с ежегодного послания Госсовету. Также он выложил анонс новой программы с полиглотом Дмитрием Петровым, который начал учить всех татарскому языку. Этот пост президента набрал более 70 тысяч просмотров и сотни позитивных комментариев. А сейчас топ-тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте сериал «Друзья», а точнее 25-летие этого сериала, ведь первая серия вышла 22 сентября 1994 года. Вторую строчку занимает долгожданный штурм Зоны 51.
если вы поняли, о чем я. И замыкает топ-матч «Зенит-Рубин», который, к большому сожалению, закончился разгромом 5-0. На этом сегодня все. Пишите, присылайте свои фото и видео. Короче говоря, будьте в сети. Пока! Кредитное предложение от Лада Канавто. Лада Гранта от 5868 рублей в месяц. Лада Веста от 9347 рублей в месяц. Мы увеличили процент одобрения. Канавто. Сибирский тракт 48. Спешите видеть в Казанском цирке с 20 сентября и только до 13 октября программа «Цирковой калейдоскоп». Внимание! В аптеках Фарбленд феноменальный кэшбэк 10%. Скидки сохраняются. Приходи, покупай, экономь с Фарблендом. Этот беспутник Эссен сбежал с Бегемай. Верни их! Эй, ты, безотцовщина! Жениться собрался. Страховая компания «Чулпан» поздравляет с Международным днем пожилых людей. Желаем крепкого здоровья, добра и понимания. С 1 по 3 октября для людей старше 60 лет предлагаем акцию «Мои года. Мое богатство». Подробности на сайте компании и горячей линии. Откукукала! Ухожу в телеотпуск на 3 года! За 0 рублей тебе доступны главные телеканалы страны, которые зрители по всей России смотрят в первую очередь. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Наркологический центр «Эра». Профессиональная наркология. Улица Восстания, 92. Лечение алкоголизма, наркомании анонимно, круглосуточно. В клинике с выездом на дом. Здравствуйте! Воскресенье порадует малооблачной погодой, станет чуть теплее. Об этом позже. Давно мечтаете о новом шкаф-купе? Хотите качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%? Тогда звоните в Данил Мастер 2-167-166. Адрес Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, 29 сентября на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево до 7 градусов тепла, переменная облачность, возможен небольшой дождь. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также +7 и с дождем. На севере Менделеевске, Агрызе, Менделинске преимущественно облачно. Ночью около 0, а днем воздух прогреется до 6 градусов. На северо-западе, Варске, в Кукмаре-Балтаси переменная облачность, тут без осадков. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном облачная погода с прояснениями. Синоптики обещают 10 градусов тепла и также без осадков. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше пройдут дожди, местами мокрый снег, дневная температура 7 градусов. В понедельник температура повысится, местами пройдут дожди. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, и снова все повторяется. Направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит, возвращается легкость движений. Здравствуйте. Вы позвонили в банк Нейва.
Ваш звонок очень важен для нас. Но важнее то, что мы ценим живое общение со своими клиентами. А по нашим картам честный кэшбэк с понятными условиями и выплаты живыми деньгами. А еще у нас очень хорошие курсы обмена валюты. Заходите, будем рады. Банк Нейва. Люди навстречу людям. Спонсор прогноза погоды – Банк Нейва. Ценит живое общение. Люди навстречу людям. Оформи дебетовую карту и получай честный кэшбэк с понятными условиями и выплаты с живыми деньгами до 5%. О погоде в столице. В Казани переменная облачность без осадков. Дневная температура 7-9 градусов. Ветер юго-западный, слабый. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 71%. Ожидается магнитная буря. Это вся информация к данной минуте. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.